Доброе утро всем, кто просыпается вместе с нами на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. В студии работает Катерина Винокурова. Сегодня 1 июня. И мы поздравляем всех детей нашей необъятной республики с этим праздником. И хотим напомнить еще раз всем взрослым, что не только сегодня необходимо защищать наших чад, но и всегда, конечно же. Ну а начнем мы наше утро, конечно же, с прогноза погоды, что ожидает нас сегодня, узнаем прямо сейчас. Итак, сегодня в центральных районах ожидается до 7-15 градусов тепла, в Заречной группе до 10-18, в южных 4 и 8, в Вилюйской группе 5-12 градусов, в Нижнеленских 4-13, в западных от 3 до 14 градусов, в Колымандигирской группе от 1 до 18, в Янских 3-14, на северо-западе -2 +9. Температура воздуха на 6 часов утра в городе Якутске составила 6 градусов тепла, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем нам обещают малооблачно. Ветер северо-восточный 1-2 метра в секунду. Ну а днем температура воздуха составит 15-11 градусов тепла. Но сегодня у нас особенный день, сразу два повода для радости. Первый – это 1 июня, Международный день защиты детей. Этот праздник напоминает нам, как важно заботиться о малышах, поддерживать подростков и делать все, чтобы их детство было счастливым и безопасным. А второй повод – сегодня первый день лета. Так что можно смело говорить, лето официально открыто. От всей души поздравляем наших маленьких зрителей и их родителей. Дорогие дети, пусть это лето будет полным приключений, новых друзей и самых неожиданных открытий. А вам, родители, спасибо за любовь, терпение и за то, что делаете детство своих малышей волшебным. И, кстати, не забудьте отметить праздник вкусно. Сегодня в городе много акций для детей и, самое главное, наверняка во многих местах будет бесплатное мороженое для самых маленьких. А еще загляните на праздничные мероприятия. Сегодня в столице настоящий фестиваль возможностей. В 11 часов в парке культуры и отдыха торжественное открытие городского фестиваля возможностей «Собери свое лето». В 12:45 телерадиокомпания НВК Саха приглашает на концертную программу с участием государственного цирка имени Марфы и Сергея Расторгуевых. Также вас ждут интересные мастер-классы, выставки и многое другое. Выбирайте то, что по душе, и проведите этот день весело и с пользой. Ну а с подробной программой можно ознакомиться на сайте Управления образования окружной администрации города Якутска. Пусть первый день лета запомнится улыбками, смехом и приятными сюрпризами. С праздником вас, дорогие друзья! А площади готовы к детскому празднику и готовы принять тысячи детей и взрослых. Но завтра начнутся уже другие летние будни. У кого-то дача, у кого-то работа, а кому-то повезет выспаться. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы поинтересоваться, какие планы на лето у взрослых жителей нашей республики. На лето у меня планы. Я, наверное, поеду в лагерь, буду гулять, в футбол играть и кататься на великах там. Вот. Буду отдыхать у себя на родине, буду купаться, шашлыки, природа, все такое. Этим летом я бы хотел поработать, вдоволь нагуляться, ну и позаниматься творчеством. Я летом хочу работать, заработать деньги на новую гитару. Мы едем со своими аспирантами, соискателями на экспедицию в Вилюйскую группу Лулусов, Кобяйскую Лус и далее в Монголию. Ну, в Якутске быть, наверное. Отдыхать, гулять. Отдохнуть, получить все за наше короткое лето Якутии, да? На участке у нас как раз вот переезд частный до. Права сдать. В район поеду, наверное. В район обязательно поеду отдохнуть. Пойду на малую родину свою, Амгу, сенокос, ягоды. Вот. Мы будем работать усердно, упорно. И все. У нас как раз-таки туристический сезон начинается, поэтому как раз-таки самый разгар работы. Самое главное, что можно вообще успеть за лето побольше встречаться с друзьями и быть наедине со своей семьей.
Ну а далее я передаю слово нашим коллегам из информационной службы, после чего снова встречайте утро вместе с нами. Приветствую, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях этого утра. Оценки за поведение не будут выставляться в первом классе. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликовал на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что в случае нарушения дисциплины педагог сразу указывает на необходимость соблюдения правил, а при повторных нарушениях может привлечь руководителя школы или другое уполномоченное лицо для принятия мер вплоть до временного удаления занятия и проведения профилактической беседы. 5 случаев онкологии на ранних стадиях выявили у мирнинцев с начала 2026 года. Обнаружить болезнь в зачатке помогла диспансеризация. Также специалисты Центральной районной больницы выявили 183 случая диабета и около 700 случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Проверку здоровья жители проходят с 18 лет раз в 3 года. Базовый перечень бесплатных осмотров включает анализы крови, мочи, кала, кардиограмму, флюорографию для женщин, прием у гинеколога. Это простые процедуры помогут выявить болезнь тогда, когда ее еще проще вылечить. От 40 до и старше, естественно, там уже перечень по расширению. Это биохимический анализ крови, общий анализ крови, кардиограмма, флюорография, для женщин маммография и гинеколог. Ну и по некоторым там возрастам есть ПГДС можно пройти, и также онкомаркеры для мужчин. Это ПСА. К нам приезжают на чекап профессоры из других городов. И мы взяли за правило, что именно после того, как вы пройдете так называемый мини-чекап, диспансеризацию в государственном секторе, выявите какое-то заболевание, мы целенаправленно вас пригласим уже на наши скрининговые чекапы в компанию. На путешествие по России стоит ввести социальный налоговый вычет, максимальная выплата по которому могла бы составить до 65 тысяч рублей на семью. С таким предложением выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Депутат отметил, что в России сегодня колоссальный спрос на внутренний туризм. Жители страны все чаще выбирают для отпуска Калининград, Камчатку, Алтай, Дагестан или Крым. Однако, как обратил внимание Панеш, путешествие по стране особенно с детьми бьет по бюджету, в связи с чем он предлагает ввести на эти цели социальный налоговый вычет. Предполагается, что вычет можно будет получать ежегодно на такие категории трат, как проживание в отелях, гостиницах, санаториях, базах отдыха, хостелах, а также авиаперелет и железнодорожный проезд. Символика простоты, как глубина природы. В Музее «Россия. Моя история» прошло открытие фотовыставки чрезвычайного и полномочного посла России Антона Васильева. Экспозиция состоит из 51 снимка, представляющих авторский взгляд на обыденные вещи. Каждый кадр наполнен лаконичностью и отражает хрупкость природного мира. На фотографиях запечатлены как нетронутые человеком леса и поля, так и промышленные объекты. Все увиденное снято в Исландии. Это мой личный взгляд на Исландию. Я пытался философски как-то посмотреть с философскими глазами и сделать фотографии, которые заставляют думать, мыслить, смеяться, грустить. И остановиться и заглянуть за фотографию туда, погрузиться. У каждого свои должны быть ассоциации, мысли, так что, надеюсь, всем будет интересно это дело посмотреть. В столице республики прошли соревнования по художественной гимнастике «Юные таланты Арктики». На ковер вышли больше 200 претенденток на победу от 6 до 16 лет из разных районов Якутии. Состязания прошли как в групповых упражнениях, так и в индивидуальной программе. За 2 дня спортсменки продемонстрировали мастерство владением обручем, мячом, булавой и лентой. Гимнастки боролись не только за медали, но и за места в сборной команде республики на следующий сезон. Событиями этого дня живет вся республика, но есть и то, что объединяет всех без исключения наше общее детство. Именно о нем и его главных символах и истории мы вспоминаем в рубрике «Даты и события».
На календаре 1 июня. Сегодня отмечают Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. По народному календарю Иван Долгий. В народе замечали, если на Ивана Иоанна Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили, на Ивана дождь несет рожь, то есть осадки предвещали и еще и хороший урожай. Это день в истории. 1725 год. В России учрежден орден святого Александра Невского. 1918 – день рождения Государственной архивной службы. 1933 – введен в строй Челябинский тракторный завод. 1939 – во время проведения испытаний затонула подводная лодка «Тетис». В этот день родились 1693 – Александр Бестужев-Рюмин, русский государственный деятель и дипломат. 1804 – Михаил Глинка, русский композитор, основоположник русской классической музыки. 1926 – Мэрилин Монро, американская киноактриса и певица. 1942 – Владимир Грамматиков, советский и российский актер, режиссер, сценарист, продюсер, педагог. 1955 – Евгения Симонова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. 1956 – Александр Жуков, российский политический и государственный деятель. 1965 – Лариса Лазутина, советская и российская лыжница, пятикратная олимпийская чемпионка, герой России. Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Павел и Сергей. Лето только началось, и у детей наконец появилось время для игр, прогулок и отдыха от уроков. Но именно сейчас на каникулах важно не упустить из виду главное – их здоровье. Эта неделя в Якутии объявлена неделей сохранения здоровья детей, и как совместить активный отдых и безопасность, на что обратить внимание родителям, обсудим прямо сейчас наши гости. У нас в студии главный внештатный детский специалист по медицинской помощи в образовательных организациях Саргалана Волкова. Саргалана Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Ну, прежде всего, да, наверное, изначально стоит поговорить о режиме в летнее время, да, режим сна в летнее время. Понятно, что детки уже свободны от детского сада, от школы, да, вот как вот сохранить его не во вред ребенку. Ну, во-первых, всех жителей республики хотела бы поздравить с замечательным праздником, Международным днем защиты детей. И лето всегда у нас, вот этот праздник летом всегда начинается с началом летних каникул. И лето для детей ассоциируется именно вот полной свободой, да, то есть нет уже подъема по будильнику, нет домашних заданий, да, отсутствие строгого жесткого контроля со стороны родителей, да. Но все-таки обязательно, да, надо стараться придерживаться режима дня ребенку, чтобы сохранить биологический ритм, да, ребенка. И поэтому для этого есть правило 30 минут. То есть время подъема и отбоя, да, ко сну сдвигать на 30 минут, ну, максимум на час ребенка, да, чтобы сохранить все-таки здоровье ребенка. То есть, например, ребенок 6-12 лет должен спать примерно 9-12 часов, да, а подросток 13-18 лет 8-10 часов. И чтобы сон был качественный, да, вот летом у нас обычно начинаются уже белые ночи, ребенку очень сложно уложить спать, да, когда на улице светло, поэтому чтобы было комфортно, да, ребенку спать, необходимо за 2-3 часа до сна исключить физические, да, нагрузки интенсивные, да, отложить гаджеты, чтобы успокоить нервную систему ребенка, также занавесить окна, да, плотными шторами, чтобы уличный свет не мешал ребенку спать, и, конечно, чтобы в комнате было
комфортно спать, прохладно, чтобы было, да. Если используете кондиционер, то есть за час до сна охладите комнату ребенка, чтобы ребенок, да, все-таки вот летом у нас очень жарко, было удобно спать. И оптимальная температура для этого вот плюс 20, плюс 22 градуса. Ну, вы как раз сказали про гаджеты, да. Понятно, что, опять же, много свободного времени, и ребенок хочет всегда сидеть в телефоне, да. Ага, сколько времени необходимо в летнее время для этого дела? Ну, вообще, по рекомендациям ВОЗ, да, Всемирной организации здравоохранения, экранное время зависит от возраста. И детям до 2 лет вообще исключено использовать, да, гаджеты. Детям с 2 до 5 лет максимум 30 минут. Да, обязательно под строгим контролем родителей. Детям 6-7 лет, да, не более часа. И вот это время необходимо разделить, да, на короткие промежутки, на 10-15 минут. Детям начальных классов использовать до 2 часов, да, и использовать только для учебы, да, а старшеклассникам не более 4 часов. Ну вот, что касается активного солнца, да, правда ли, что ребенку можно находиться на улице до 10 утра и после 4 вечера? Да, это действительно так, так как в это время, да, вот с 10 часов утра до 16 часов дня именно нахождение под воздействием прямых солнечных лучей для организма, да, вот влияет негативно, да. То есть самые максимально вот активные периоды ультрафиолетовых лучей, да, солнечных лучей именно в это время попадается. Поэтому существуют, да, специальные защиты, да, от солнечных лучей. И детям необходимо использовать специальные средства. Лучше эти средства приобретать в аптеках, да, потому что такие средства проходят специальный вот строгий контроль, да, как фармакологические изделия. И, конечно, безопасно для применения, да. И обязательно при покупке обратить внимание, да, чтобы там было указано, что использовать можно детям, для детей, или написано детский, и возраст, конечно, указан. То есть, если разрешено детям до 6 месяцев, например, да, все-таки, как врач, я не рекомендую детям до года не использовать такие средства по избежанию аллергических реакций или других последствий, да. Также должно быть обязательно указан солнцезащитный фактор, это вот как аббревиатура СПФ, да. Там есть уровни, ну, показатели, да, от 15 до 50, да, СПФ. Чем выше показатель, тем лучше защита от солнца. И также водостойкость. Да? Дети летом больше купаются, да? И чтобы можно было такие средства использовать во время купания, да? Чтобы оно было, не смывалось водой. Также не должно быть там указано, да, различных отдушек, красителей, да, добавок эфирных масел во избежание аллергических также реакций. Также, чтобы не было ретинола в содержании, да, в составе, так как это вещество вызывает образование, ну, развитие опухолей. И также отсутствие вот должно быть спирта, так как оно сушит кожу у ребенка, и такого химического вещества, как оксибензон. Это химическое вещество нарушает гормональный баланс. Поэтому употребление, использование таких содержащих веществ не рекомендуется. То есть внимательно читаем состав, да? Ага. Саргалан Михайловна, в завершении нашей беседы, да, вот что должно быть в сумке у родителя, да, для оказания первой помощи для своего ребенка? Ну, в родительской сумке, да, обязательно должна быть базовая мини-аптечка, обязательно перед выходом, да, на прогулку или перед поездкой, да.
Это, конечно, средства личной гигиены, такие как влажные салфетки, да, ватные диски, перевязочные материалы, лейкопластыри, да, бинты, стерильные салфетки, также жаропонижающие препараты, да, антигистаминные препараты и, конечно, вот антисептики. Да, это должна быть как базовая аптечка у родителей. Саргала Михайловна, спасибо вам за полезные рекомендации этим утром. Успехов вам и хорошего дня. Выносливость, силу и находчивость воспитанники Алданского детского сада «Василек» продемонстрировали в военно-спортивной игре «Зорница». Ребятам предстояло выполнить очень непростое задание – восстановить карту республики. В ходе прохождения испытаний дошколята погрузились и в лингвистические изыскания. Они немного поучили якутский язык. С поставленной задачей юные защитники Родины справились блестяще. «Зорница» в «Васильке» проводится ежегодно. В состязаниях с удовольствием участвуют не только дети, но и родители. Эмоциями и впечатлениями юные патриоты поделились с нашими корреспондентами. Перед юными защитниками Родины стоит непростая задача. Враги украли карту Якутии и разделили ее на фрагменты. И теперь мальчишкам и девчонкам предстоит найти все детали и собрать карту заново. Такой стала главная цель военно-спортивной игры «Зорница», прошедшей в подготовительной группе детского сада «Василек». Военно-спортивную игру «Зорница» с дошкольниками мы начали играть в 2018 году. Сначала проводили с детьми только нашего детского сада. А вот с 2024 года стали проводить игру для всех детских садов Алданского района. В 2025 году, с учетом пожеланий президента России, провели семейную зорницу среди всех детских садов. В ходе выполнения задания боевым опытом с маленькими защитниками Родины поделились старшие товарищи, бойцы отряда юнармии школы номер 9 вместе с командиром. Для того, чтобы поиски фрагментов карты шли успешно, ребятишки разделились на 4 команды. В качестве предводителей выступили родители дошколят и бывшие воспитанники Василька. Атмосфера сплоченности и взаимовыручки в командах сложилась сразу же. Все было очень интересно, детям понравилось. Были динамические конкурсы, где они показали свои физические способности, ну и также интеллектуальные. Ребятам предстояло пройти 7 станций. В ходе выполнения заданий мальчишки и девчонки не только продемонстрировали сноровку и находчивость. Им также пришлось применить лингвистические способности. На данный момент проходит региональный этап игры «Зорница» среди школьников. И мы тоже решили не отставать в нашем детском саду и организовать «Зорницу» с языковым уклоном. В каждом задании игры добавили знакомство со словами на якутском языке. Дошколята узнали, как на якутском языке звучат обозначения цветов и геометрических фигур, познакомились с названиями некоторых предметов и явлений и даже немного изучили медицинские термины. Их первыми наставницами стали студентки медицинского колледжа. Ребята, в принципе, молодцы, справились достойно, там слова выговаривали четко, без промедлений, я ими доволен. Военно-спортивную игру «Зорница» воспитанники Василька очень любят. В ежегодных поединках с удовольствием принимают участие и взрослые. Дети, достойно преодолевая все испытания, с интересом осваивают азы армейского дела. Ребята здесь очень внимательные, и вот я был на огневом рубеже, и в основном все попали по мишени, то есть они стрессоустойчивые, не баловались. С заданием дошколята справились достаточно быстро, и скоро карта республики была восстановлена. За смелость и решительность юные защитники Родины были награждены медалями и сладкими призами. Завершилась встреча показательным выступлением бойцов отряда юнармии 9-й школы. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. У этих дошколят патриотизм в сердцах зарождается с любви к семье, дому и родной земле. Для них главные защитники – это мама и папа. Но что делать, если по воле судьбы ребенок остается без этой защиты? Кто берет ответственность за его будущее и безопасность? Как оформить опеку и не запутаться в законах? На эти вопросы отвечает наш юрист.
Опека – это форма ограниченной ответственности. Ребенок, которого берут под опеку, становится в семье воспитуемым и остается им на период действия договора, который опекун заключает с государством. При этом ребенка могут забрать из семьи до окончания срока действия договора. Например, если его родители снова получат родительские права или если ребенка захотят усыновить. Под опеку можно взять ребенка до 14 лет. Если ребенку больше 14 лет, но меньше 18, над ним можно оформить попечительство. Но по факту между опекуном и попечителем разницы нет. Чаще всего под опеку берут родственников или знакомых детей, внуков или племянников, младших сестер или братьев, или, например, детей друзей, которые из-за крутого поворота судьбы остались без родителей. Однако официально можно оформить опеку над любым ребенком. Существует список ограничений, которые могут помешать получению опеки. Опекуном не может стать человек младше 18 лет, судимый за некоторые категории преступлений, а также лишенный родительских прав или уже отстраненный от опеки. Недееспособный по решению суда, страдающий наркоманией или алкоголизмом, с некоторыми психиатрическими диагнозами, либо не прошедший курсу подготовки к опекунству. Чтобы оформить опекунство над ребенком, нужно подать заявление в органы опеки и попечительства, предоставив необходимые документы. В их число входят автобиография, справка о доходах, документы о жилье в собственности, также справка об отсутствии судимости. Органы опеки дают заключение о том, может ли гражданин стать попечителем, и направляют его в родительскую школу. При оформлении опеки или попечительства государство выплачивает единовременное пособие тем, кто принял ребенка в семью. После этого воспитатель ежемесячно получает выплаты на каждого ребенка до 18 лет, который находится под опекой. Однако помните, если вы взяли ребенка в семью по договору опеки, вам предстоит давать отчет контролирующим органам. В частности, предоставлять данные о том, как вы расходуете выделенные на ребенка средства. Знайте свои права. 5,5 миллионов рублей перевел мошенникам дедушка, который хотел уберечь своих детей от угрозы лишения свободы. Ему внушили, что он обвиняется в госизмене. И все, кто об этом узнает и не сообщит в полицию, получат наказание в 20 лет. Продолжаем раскрывать психологию обмана в нашем новом сюжете. И в очередной раз напоминаем, чем больше информации вы узнаете, тем крепче ваш иммунитет. Не проходите мимо статей и материалов с описанием схем. Эта привычка спасет вас и ваши деньги. Я об этом-то слышал. А почему это отключилось, вот это все, я не могу понять. А отключилось, потому что свои махинации аферисты проводят не за один день. Каждое их действие отточено и согласовано. Они обрабатывают жертву постепенно и начинают с тактики давления. Снимаю я трубку и говорю: с вашего сберегательного счета вы деньги пересылаете террористам. Я говорю: каким образом? Не может быть такого. Говорит: значит, кто-то в банке без вашего ведома пересылает деньги, перечисляет мне статьи, которые мне грозят. Вот для меня был шок вообще. Такого не может быть. Я начинаю с ним как бы спорить. Он говорит: если вы не будете сотрудничать, это может сказаться на ваших детях, на ваших внуках, на работе ваших детей. Мы выставим там в интернет эти все ваших детей, фотографии и так далее. А не было вот желания обратиться к детям или в банк? Он меня запугал тем, что если я начну рассказывать, то сделаю еще хуже, усугублю ситуацию. Мы не устаем вам напоминать, что сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют совершать какие-либо действия с вашим имуществом по телефону. Любой разговор с незнакомцем, который нарушает ваше душевное равновесие, следует немедленно прекратить. А сегодня в рубрике «История в кадрах» мы вспомним о людях, чей труд и стойкость стали примером для многих поколений. Петр Ионович Яковлев – герой труда, и сильная духом Христина Михайловна Антонова. Это имена, которые навсегда останутся в памяти нашего народа. Их самоотверженная работа и преданность делу вдохновляет нас до сих пор, оставив яркий след в истории сельского хозяйства и в сердцах людей.
Здравствуйте! Испокон веков труд в Якутии являлся неотъемлемой частью жизни людей. И сегодня рубрика «История в кадрах» расскажет о тружениках, которыми гордится вся Якутия, чья деятельность даже сквозь года является ярким примером для всех нас. Именитый доер, участник Великой Отечественной войны Петр Ионович Яковлев родился в 1921 году в Амгино-Нахаринском наследии Амгинского улуса в семье крестьянина. В 1939 году окончил Амгино-Нахаринскую школу, а после поступил в Якутский педагогический техникум. С началом Великой Отечественной войны молодого и бойкого Петра распределили в 235-ю стрелковую дивизию, в 801-й стрелковый полк снайпером-разведчиком. В 1944 году в боях за освобождение города Орла был ранен, а после лечения в госпитале демобилизован. Был награжден медалью за отвагу, а также нагрудным знаком «Отличный разведчик». С тех пор в течение 16 лет работал учителем и пионервожатым в Амгино-Нахаринской 8-летней школе. В 1960 году Петр Яковлев по всесоюзной инициативе Валентины Гагановой стал работать доером на комсомольско-молочной ферме. И по результатам 7-й и 8-й пятилетки за трудовую доблесть был награжден орденом «Знак почета» и орден Ленина. За выдающиеся успехи, достигнутые во всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть, в 1976 году Петр Ионович был удостоен звания Героя социалистического труда указом Президиума Верховного Совета СССР с вручением золотой медали «Серп и молот». А здесь вы видите доярку Христину Михайловну Антонову. Детство Христины Антоновой прошло в селе Арасу Верхневилюйского улуса. Она окончила в 1939 году 7-классную школу, а после прошла 3-месячные курсы учителей начальных классов в Вилюйском педагогическом училище. С началом Великой Отечественной войны большинство трудоспособного населения были призваны на фронт, и все тяготы по заготовке сена и полевых работ легли на плечи женщин. Среди них была и Христина Михайловна. Помимо работы в школе и на полях, Христина Антонова работает секретарем колхоза «Санаолох». Во время работы проявляла активную жизненную позицию, работала с молодежью, привлекая их в общественную жизнь села. Заметив ее лидерские качества, администрация и руководство колхоза в 1943 году назначают совершенно молодую девушку председателем колхоза. Христина Михайловна Антонова в 1966 году была награждена орденом Ленина. Учитель, участник Великой Отечественной войны, герой труда Петр Ионович Яковлев и сильная духом женщина Христина Михайловна Антонова навсегда останутся в памяти народа. Это была рубрика «История в кадрах», история выдающихся личностей нашей республики. Таким был трудовой подвиг ветеранов, серьезно, мощно и на пределе сил. А мы сегодня силу копим иначе. Бодрость духа сохраняем через движение. Спасибо героям за вдохновляющие премьеры. Ну а нам пора размяться для побед в настоящем. Выходим на утреннюю зарядку. Всем доброе утро. Меня зовут Эльвира. Сегодня мы будем проводить зарядку для бодрого утра. Давайте, первое упражнение – это джампинг джек. Сначала я покажу для вас полный джампинг джек и упрощенный вариант джампинг джек. Давайте начнем. На выдохе ручки, ножки разводим в сторону. Выдох, 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 в сторону, дышим. На выдохе в сторону, вдох, возвращаем ручки, ножки обратно. Поехали. Теперь показываю упрощенный вариант. На выдохе ручки, ножки по очереди в сторону. Выдох, выдох, дышим. Спокойно. Едем. Раз. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Закончили. Давайте теперь второе упражнение. Упрощенный бёрпи. Показываю. Смотрим. На вдохе колени сгибаем. На вдохе ручки опустили, ладонь поставили. На выдохе ножки по очереди. Выпрямляем и возвращаем. Без прыжка хлопок. Поехали. Вдох. Дышим. Выдох.
вдох и выдох. Делаем упражнение без прыжков, упрощенный вариант. Спокойно дышим. И выдох. На вдохе встаем в планку, возвращаем, выдох. Еще. Работаем. Выдох. Когда встаем в планку, мы ягодицы сжимаем, мышцы живота напрягаем. Не забываем дышать. На выдохе хлопок. Еще. И выдох. Молодцы, закончили. Следующее упражнение – приседы, отведение ног в сторону. Смотрим. На вдохе таз отводим назад, корпус, спину держим прямо, корпус чуть опустили. На выдохе встаем, ноги в сторону. И выдох. Ноги держим на ширине плеч. На вдохе вниз, выдох, в сторону дышим. Выдох. Руки держим прямо, как стали. Отводим руки в сторону, ноги в сторону. Дышим. Вдох и выдох. Не забываем спину держать прямо. Работаем. Еще. Выдох и выдох. Закончили. Желаю вам прекрасного, хорошего, доброго утра. Всем удачи! Надеюсь, что все хорошо размялись с нашей зарядкой, а кто-то все выходные провел на реке Кенкеме, где прошли соревнования «Лига воды», чемпионат города и республики по спортивному туризму на водных дистанциях. Как это было, кто участвовал и что из себя представляет водный туризм в республике, нам расскажет гость студии у нас Людмила Еремеева в гостях, вице-президент Федерации спортивного туризма республики и главный судья Лиги воды. Людмила, доброе утро. Доброе утро. 30-31 мая у нас проходили соревнования. Это чемпионат города Якутской республики, как вы сказали, на водных дистанциях. Эти соревнования проводятся у нас второй год только. Но участники, количество участников у нас растет, то есть по сравнению с прошлым годом. И также в прошлом году мы присвоили спортивные разряды, поэтому мы смогли поставить класс дистанции выше. В этом году 3-й класс, где могут принять участие только с разрядами спортсмены. Поэтому, но до того, как провести эти соревнования, то есть это 30-31 они проходили, но у нас постановщики дистанции туда приехали 27 мая, то есть это была предварительная работа большая, сложная, надо было провести ворота, установить, все подготовить, привести снаряжение, поэтому практически и предварительная работа с документами была, то есть это было задолго, до 30 мая, примерно за полгода мы все это планируем, регистрируем участников. И, наконец, вот 30-31 мая соревнования наши состоялись очень успешно. Приехали как и новые люди, которые ни разу не принимали участие, им очень понравилось. Участвовали такие виды судов, как катамаран-2, катамаран-4, байдарка-1, байдарка-2, сапы и покрафты. А в чем заключается вот именно конкретно, да, соревнование? Спортивный туризм, он предполагает походы. То есть у нас люди ходят в маршруты пешеходные, водные, горные. И соревнования дистанции, они предполагают тренировку к этим походам. То есть они проходят искусственные и природные препятствия на воде. Поэтому взаимовыручка здесь, командный дух, умение слаженно работать. И все это тренирует человека, чтобы он в походе смог преодолеть все преграды и препятствия. А почему выбрано именно такое время? Да? Достаточно прохладно сейчас на улице, да? Понятно, что... Дело в том, что у нас, к сожалению, близко нет рек с бурным течением. И выбрали реку Кенкеме, потому что она находится достаточно близко от города. Удобная логистика, чтобы завести все снаряжение, чтобы удобно для участников, чтобы недалеко ехать, потому что не каждый поедет за 700 километров. И, к сожалению, вот эта река, она
воды там достаточно только в конце мая, начале июня. Летом она мелеет. Ну, какой самый такой основной возраст участников, да, и география? Принимают ли участие дети? У нас принимают участие дети только в пешеходном туризме. К сожалению, я надеюсь, что это только пока. А в водном туризме у нас с 16 лет и без ограничений возраста. На этих соревнованиях второй год у нас принимает участие самый старший, опытный спортсмен, которому в этом году исполнится 80 лет. Ух ты! Да, Корякин Артур Георгиевич. Ой. Мы его поздравляем с успешным. Он у нас является чемпионом, он у нас является призером, поэтому не всегда побеждает молодость и сила, а самое главное — это опыт все-таки. Людмила, а какие-то сложности, может быть, с которыми вы столкнулись при организации, да? Может быть, какие-то есть недочеты, что-то нужно и на следующий год учесть, возможно? Это бывает, к сожалению, всегда, но у нас в этом году очень много было помощников, люди откликнулись, волонтеры, судьи, около, наверное, 28 человек было задействовано. Я думаю, что этого достаточно. Единственное, что у нас в первый день соревнования проходили до 23 часов, потому что дистанция для новичков, наверное, немного была сложная. В следующем году мы упростим. А те, кто принимали участие в Лиге воды, в республиканских соревнованиях с разрядами, они очень успешно справились. У них дистанция была сложнее. Людмила, а как вообще сегодня, да, развивается спортивный туризм у нас в республике, да, и какие планы у федерации сегодня стоят? Задачи. Федерация спортивного туризма в республике, она сравнительно недавно существует. Поэтому мы активно работаем. С каждым годом у нас появляются новые соревнования по новым видам спорта, что очень радует. У нас и парусный спорт, и велоспорт, и скандинавская ходьба, которая очень популярна у нас. Поэтому вот водные соревнования у нас проводятся еще ночная ленская гонка, которая будет проходить в июле, и там уже могут принимать участие на различных видах судов, грибных, которые задействуют мускульную силу только. Поэтому это тоже достаточно такое большое, грандиозное событие. Люди с удовольствием приезжают, знакомятся, встречаются с друзьями. И поэтому отзывы очень хорошие. Вчера мы тоже закончили достаточно поздно, и уже люди все равно пишут, благодарят, что было им интересно. Поэтому думаем, что хотелось бы на будущее, чтобы наши спортсмены принимали участие в таких больших соревнованиях, как чемпионат России и Кубок России, чтобы у нас были свои полигоны, где можно было тренироваться круглый год. У нас лето короткое, и водники у нас не могут тренироваться зимой. У нас нет допуска в бассейны, к сожалению, да, потому что в других городах и в бассейнах разрешается тренировка, и есть большие грибные каналы специальные. Вот в Москве, например, у нас туристы только ходят в походы и только так тренируются. И пешеходные дистанции. Хотелось бы, чтобы в каждой школе было свое снаряжение, был свой спортзал, где дети могли бы тренироваться, обучаться. И у нас завтра, послезавтра будет проходить детский фестиваль туризма по пешеходной дистанции. И вот мы надеемся, что они и примут участие, эти дети, в наших соревнованиях в последующем. Да, Людмила, спасибо вам огромное. Пусть все ваши пожелания обязательно осуществлятся, да? Спасибо. Развитие, конечно, федерации, как можно больше, чтобы людей занималось активным спортивным видом спорта. Ну, а теперь предлагаем вам вместе с нами переместиться туда, где утро начинается с аромата нежности. Вьетнам встречает сезон цветения лотоса, главного цветка буддийской культуры и символа чистоты. Целые озера покрываются розовым ковром, а местные жители спешат собрать лепестки до восхода солнца. Как живет знаменитый вьетнамский лотос и почему его сравнивают с душой человека, увидим прямо сейчас.
Посетители гуляют по мосту, фотографируются и устраивают пикник. Искусственный водоем, созданный при династии Нгуен в начале XIX века, использовался как часть личных императорских садов. Он имеет прямоугольную форму, а его периметр составляет почти 1500 метров. В теплое время года лотосы распускаются и покрывают всю его береговую линию. Мне очень нравятся эти цветы. Лотос символизирует чистоту, невинность и безмятежность женщин Хюэ. Поэтому каждый, кто приезжает в этот город, обязательно должен сфотографироваться здесь и насладиться этой нежной красотой. Другая посетительница Дио Линь отметила, что цветы источают потрясающий аромат и добавила, что это место следует оберегать как национальное достояние. Я искренне надеюсь, что лотосы в Хюэ сохранят и защитят, чтобы они могли еще ярче раскрыть культурное наследие этого города и позволить туристам из ближних и дальних стран познакомиться с этой красотой. С 1802 по 1945 год Хюэ был столицей Вьетнама. Сегодня это крупный исторический центр. Его императорский город в 1993 году был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях этого утра. Социальный фонд с 1 июня начинает принимать заявления на оформление ежегодной семейной выплаты. Родители 2 и более детей с 1 июня до 1 октября 2026 года смогут оформить и получить дополнительную поддержку через механизм ежегодной семейной выплаты. При назначении меры поддержки будут приниматься механизмы социального казначейства, то есть дополнительных справок в большинстве случаев не потребуется. После получения заявления уплаченный в 2025 году налог будет перерасчитан по ставке 6%, и разницу социальный фонд вернет гражданину единым платежом. Дмитрий Садовников проверил работу паромной переправы между Якутском и Нижним Бестяхом. Основной причиной заторов на причалах стали технические сборы в программном обеспечении терминалов и неудобное расположение кассовых зон. Совместно с разработчиками из компании ЕПК «Платежи» все неполадки в системе оплаты планируют устранить в течение 1 недели. Чтобы разгрузить дорогу, кассовые пункты планируют перенести вглубь накопительных площадок, что позволит машинам не скапливаться на въезде. Также по итогам совещания принято решение о введении бесплатного проезда на паромах для участников СВО. В ходе обсуждения решили, что за неделю этот вопрос мы решим. Возможно, это будет перенос, скажем, касс более глубже или перенос на более удобные места, чтобы вопрос этот не возникал. С разработчиками программы ЕПК «Платежи» будут проводить работу. Ну и, конечно, мы сейчас всецело нацелены на то, чтобы работу наладить здесь, чтобы неудобства они были сняты. В Горном Улусе презентовали видеооткрытку «Любимый мой край. Горный Улус». Проект приурочен к 95-летию Улуса и стал продолжением ленты «Бегик», вышедшей в 2024 году. Инициатива родилась в Центре дополнительного образования имени Людмилы Егоровны Лукиной. Ее авторы Мартин Константинов и Валериан Максимов, а в создании видео приняли участие ученики Центра. Работа над открыткой помогла ребятам приобрести новые навыки, а сам проект – важный вклад в воспитание молодежи. Он прививает любовь к родному краю и якутскому языку и становится подспорьем для местных педагогов. В этом проекте я был оператором и монтажером. Ехал в разные места с Валерианом и брал интервью, их снимал. В дальнейшем мы хотим продолжить этот проект о ветеранах СВО. В столице региона впервые стартовал международный кинофестиваль под названием «Хоту Илин», который стал площадкой культурного обмена творческих созиданий для молодых режиссеров из разных регионов России, также из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. Благодаря масштабному мероприятию появится художественный язык, соединяющий традиции кочевников с современными реалиями. Также озвучат итоги конкурса, куда вошли 19 картин о любви, нравственности и связи поколений.
Фестиваль мы называли «Хоту Илин», акцентируя на то, что мы представители северного кино, да, северного региона, а Илин — это как концепт Востока Азии, поэтому вот азиатские страны у нас представлены. Но цель и задача, конечно, это развитие наших будущих кадров в якутском кино, да, чтобы у них была и насмотренность, вообще какие-то понимания индустрии кино, да, потому что помимо производства есть еще и фестивальное движение для кино, потому что любой кинематографист снимает кино для зрителей. Такими были новости к этому часу. До встречи в дальнейших выпусках. Понедельник – новая рабочая неделя. Это значит, что пора задуматься и подумать о себе, ну, хотя бы на энергетическом уровне. Кому звезды сулят бархатный сезон, а кому срочный детокс от общения, узнаем прямо сейчас. Овны. Звезды советуют не торопиться с выводами и позволить событиям развиваться естественно. Желание успеть везде не даст ожидаемых плодов, а в карьере возможно замедление. Не нервничайте. Это шанс перепроверить стратегию. Финансово самое время закрывать долги, а не делать новые вложения. В личной жизни уделите больше внимания партнеру, сейчас ему может быть нужна эмоциональная поддержка. Тельцы. Вы получите плоды своих усилий. Убывающая луна поможет избавиться от иллюзий, которые держали вас на месте. Смело завершайте старые проекты, вы получите удовольствие от окончания этого этапа. В финансах будьте внимательны, избегайте спонтанных эмоциональных покупок. А одинокие тельцы могут почувствовать ностальгию по прошлому, но смотрите только вперед. Судьба готовит неожиданный поворот. Близнецы. Благоприятный период продолжается. Вас может окружать много интересных людей, но научитесь ценить время в тишине. Энергия планет способствует творческому анализу. Записывайте идеи, но к реализации приступайте позже. Возможно, неожиданные денежные поступления, а в любви позвольте партнеру проявить инициативу. Свидание может запомниться надолго. Раки. Неделя принесет осознание того, что вам действительно нужно. Хороший повод побыть наедине с собой, почитать книги или посмотреть любимый фильм. В работе требуется бдительность, потом поблагодарите себя за внимание к деталям. Будьте осторожны с финансовыми документами и подписанием соглашений. Проверяйте каждую цифру. В личных отношениях забудьте старые обиды. Только так может начаться новый этап. Львы. Убывающая луна призывает вас быть добрее к близким и делиться теплом без ожидания похвалы. Только уверенный в себе человек сможет стать настоящим лидером команды. Работайте над собой. Займитесь оптимизацией бюджета. Пересмотрите подписки и дополнительные расходы. Найдите дыру, куда утекают деньги. В любви откажитесь от желания полностью контролировать партнера. Только так достигнется гармония. Девы, вы получите сильную поддержку звезд по делам, требующим исследования и немедленного решения. Наведите порядок на рабочем месте, в почтовом ящике и в архивах. Можно смело планировать крупные покупки на будущее, но без фактических затрат на этой неделе. В личной жизни возможен выход на новый уровень доверия. Искренние разговоры станут хорошей основой для крепкого союза. Весы. Вам потребуется восстановление внутреннего равновесия. Даже если будут приглашать в громкие компании, выберите себя и проведите больше времени на природе. Возможны задержки в решении вопросов с руководством. Ситуация должна созреть. И не будьте слишком откровенны с некоторыми коллегами. В финансах избегайте займов. В любви соблюдайте баланс между брать и давать. Не бойтесь открыто говорить о желаниях. Скорпионы. Убывающая луна поможет вырвать из жизни то, что уже отжило свое. Не жалейте о прошлом и впустите новую энергию. В работе подходит к завершению непростой этап. Спланируйте следующие шаги. Новые горизонты уже рядом. Интуиция подскажет, где таятся скрытые финансовые риски. Доверяйте собственному ощущению. Возможно, апатия и снижение энергии. Исправить ситуацию, время на свежем воздухе. Стрельцы. Неделя требует переосмысления приоритетов. Прошлое полнолуние в вашем знаке еще дает о себе знать. Вы в центре внимания. Утверждайте себя и ставьте цели. Если вы на правильном пути, двери скоро откроются. Отношения сейчас особенно важны. Вас ждет энергия приключений и вдохновения. Следуйте за тем, что зажигает душу. Козероги. Настало время для заботы о себе. Полнолуние активирует сектор уединения и отдыха. Возможно, вы чувствуете выгорание и нуждаетесь в перезарядке. Хорошее время для проектов, которые вы развиваете в тишине. В одиночестве можно добиться большего прогресса. В личной жизни ситуация улучшится, возможно, страсть и гармония.
Водолеи. Неделя будет активной в социальном плане. Общайтесь с друзьями, посещайте мероприятия, расширяйте сеть контактов. Просьбы о поддержке сейчас будут удовлетворяться легче обычного. Ваши уникальность и смелые идеи принесут положительные перемены. Не прячьте их. Честные разговоры помогут разрешить старые вопросы. Рыбы. Мощная неделя в профессиональной сфере. Прошлое полнолуние активирует вершину вашей карьеры. Если вы на правильном пути, возможно предложение о повышении. Если нет, судьба перенаправит вас. Ваша интуиция на пике, доверяйте внутреннему голосу. Это время творчества и самореализации. Не сдерживайте себя. Ну что, вот так вот быстро пролетели 56 минут нашего эфирного времени. Очень надеемся, что вам с нами было интересно и полезно. Ну а еще раз, пользуясь случаем, поздравляю всех ребятишек республики с Днем защиты детей. Проведите этот день весело. Увидимся завтра.